Из Демы до Шакши без пересадок. Сегодня Ради Хабиров обсудил развитие городской электрички и пригородного железнодорожного сообщения. Вопросы рассматривались не в Доме Республики, а прямо в вагоне специального поезда, на котором участники выездного совещания проехали от Уфы до Иглино и обратно вернулись через станцию Дема. Азат Садреев знает, когда вокруг столицы республики появится железнодорожное кольцо. Жители республики, которые сегодня вернулись домой с южных курортов, не ожидали встретить на ЖД вокзале руководителя региона. Ради Хабиров в ходе выездного совещания проверил развитие инфраструктуры железнодорожных ворот столицы. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. На первый этап выделено 327,5 миллионов рублей. Предварительная стоимость реконструкции всего объекта составляет 1 миллиард 800 миллионов. Вот это основной зал, здесь кассовый зал. Здесь пассажир приходит, располагается, отдыхает. Пригородное движение, здесь билетные кассы. В первом полугодии башкортостанская пригородная компания перевезла 1 миллион 600 тысяч пассажиров, в том числе и по маршруту Уфа-Иглино. Участники совещания направились по нему же на специальном поезде «Автоматрис». Это специальный самоходный подвижной состав, рассчитанный на 54 человека. Он предназначен для перевозки сотрудников РЖД или специальных комиссий по осмотру путей. Каждую неделю «Автоматриса» дважды курсирует по железным магистралям республики. На станции Иглино Радия Хабирова встретил глава района. В ходе небольшой экскурсии по зданию вокзала Николай Самойленко рассказал руководителю республики о пассажиропотоке и перспективах развития транспортного узла. Сотрудники вокзала также отметили, ЖД-транспорт популярен у местных жителей, но есть неудобства с отдаленной остановкой автобусов. Хотелось, чтобы развивался транспортный узел, чтобы автобусы подходили сразу к ЖД-вокзалу, чтобы было удобно ехать, приехать к пригородным поездам. А сейчас как автобусы до куда доходят? Только до остановки Иглинский. А оттуда до вокзала еще сколько идти? Здесь минут 5. После небольшой остановки наш автоматрис движется дальше. Едем в Дему мимо станции «Русский Юрмаш». По этому же маршруту в перспективе пустят дополнительные составы, которые сделают транспортную инфраструктуру более удобной для горожан и жителей ближайших населенных пунктов. Знаете, мы хотели посмотреть, как работает вообще трасса Дема-Шакша. Мы, собственно, мы по ней проехали с левой стороны, скажем так, Уфы, а возвращаемся по другой. Просто мы как раз, по сути, провели сегодня совещание о будущем городской электрички. Потому что сейчас электричка у нас есть, она работает, но мы видим в ней потенциал. И специально хотел посмотреть, в каком состоянии находятся остановки. Вот, пожалуйста, вот та же Парковая, Черниковка. Вот две остановки, Черниковка и 1629 перегон, да, вот мы хотим здесь, соответственно, создать условия, чтобы человек вышел, а там уже автобус уже ждал. Он сел на автобус, он уже, по сути, здесь оказывается в районе, вот, пожалуйста, вот проспект идет. В конце поездки Ради Хабиров отметил, что со временем из электрички, которую сейчас используют немногие, получится сделать удобный вид передвижения. Пассажиры, доехав до нужной станции, смогут пересесть на автобус и добраться до конечного пункта. Путь от Демы до Шакши составит всего 40 минут. Азат Садреев, Азат Ишбулатов и Виктор Беренков. Новости Уфа и Иглинский район.